Устье Лены. Порт Тикси. Месяц май. Верховье Лены. Порта Ситрова. Месяц май. А между ними 4000 верст тревог и бессонницы. Видали воздушного пастуха? Так это я. До самого Ледовитого гоняюсь за этим стадом. Сплошной ледоход. Тут уж смотри в оба. Не равен час встанут на дыбы, и нет селения. Как на Кыллахе в прошлом году. Людей только и успели спасти. Вертолетами. Молодцы, жатайцы. Как говорится, уже на парах. Первые приметы весны в Якутском порту. Первая разминка перед стартом большой навигации. А нам снова в обход полений. Как-то в газете прочел: ледовый разведчик Алексей Семенович Руднев всегда на переднем крае борьбы с паводком. Громко сказано. Просто служба у меня такая. Заведую отделом гидрологических прогнозов. И кабинет мой вот уже 15 весен подвешен между небом и Леной. Лена. Вечная загадка. Попробуй узнай, что выкинет через час. Алло, диспетчерская. Я Жатай. Недоходом унесена нефтеперекачивающая станция. На спасение вышел буксир. С судном утеряна связь. Просим срочно организовать поиск. Жатай, поиск вышел Альхон. Диспетчерская. Я Альхон. Сплошной ледоход. Ложусь в дрейф. А вот и пропажа. Цела, голубушка. Теперь сообщат координаты ледоколу, а он уж возьмет ее на привязь. Якутский порт.
сердце Лены. Это он задает трудовой ритм всему речному конвейеру. У начальника пароходства Василия Максимовича Дубровского беспокойное хозяйство. Миллионы тонн грузов, сотни судов, тысячи человеческих судеб, да еще капризный характер Лены. Вот и сейчас тревога. Еще одна срочная разведка. По всему видно, грозит наводнением Лена. Если возведет ледяную плотину, тогда катастрофа. Ледяной ураган снесет поселки, сметет целые острова. Вот он, затор. Сейчас, как на войне, медлить нельзя. И звучат над Леной непривычные команды. «Сокол, я Чайка. Выходите на цель». А на юге у Алекмы давно забыли о паводке. Середина июня, а весна все еще пробивается на север. Наконец-то добралась и до Тикси. Мысленно они уже в пути, ленские капитаны. И кораблям не спится в порту.
Хотите послушать голос Лены? Я Кронштадт. Следую составом 6000 тонн. Продвигаемся превышением скоростей. Машины работают отлично. Капитан Слобожанин. Теплоход Полон. Незнаком участком Летима Сетрова. Прошу выслать лоцмана. СТ-813. Груз 1200 тонн. Получатель совхоз Катавский, совхоз Горный. Теплоход Иркутск. Просим срочно остров Титары выслать вертолет с врачом. На борту преждевременные роды, как поняли? Теплоход Вилюйск. Следуем грузом 1660 тонн. Шифер, бумага, мебель, железобетонные изделия. Техника для Якутзолота, колхозстроя, Института космофизики. Коллективу теплохода «Юпитер», капитану товарищу Спиридонову, председателю судового комитета товарищу Гаярину, руководство пароходства, Баскомфлот сердечно поздравляют вас, коллектив коммунистического труда теплохода «Юпитер», с достигнутым успехом в социалистическом соревновании по срочным выполнением 5-летнего плана. Рефрижератор 910. Следуем грузом 1670 тонн. Сельхозпродуктов 263, винзаводу 143, остальное в адрес Клещеторга. Иркутск. Я Иркутск. Как там новорожденный? Мальчик, девочка? Девочка. Как назвали? Леной, как же иначе? Понял вас, понял. За спиной Тикси. Николай Васильевич Варенцов ведет караван к Лене. Вот она, дорога на юг, сквозь 1,5-метровую ледяную броню. Внимание по каравану! Всем судам зажечь сигнальные огни, застопорить ход, двигаться медленно, соблюдать крайнюю осторожность. Седов, Седов, я Сунтар. Продвигаться не могу, зажат льдами. Седов, я спокойный, оторван левый винт. Вот она, дорога на юг. 15 миль за 4 суток. Последний полет. Позади 4000 верст тревог и бессонницы. Впереди чистая вода. Отсюда до нее рукой подать.